Выходные с пользой решили провести госслужащие Ингушетии. Они стали участниками всероссийской акции «Нашим рекам и озерам чистые берега». Суть проекта заключается в проведении уборки на берегах водоемов. Сегодня коллективы государственных учреждений собирали мусор вдоль набережной реки Назранка. Акция еще в прошлом году была включена в каталог национальной программы «Лучшие социальные проекты России». Тогда ее участниками стали около 200 тысяч человек по всей стране. В этом году в рамках федеральной целевой программы «Вода России» их количество должно увеличиться до 400 тысяч участников. К акции присоединились 80 регионов страны, в том числе и Ингушетия. Чтобы очистить от мусора прибрежные зоны республики, с раннего утра на площади перед амфитеатром на Сыркорте собрались до 300 человек. Все участники разделены на 4 группы. Это город Назрань, Альтиевский округ, Гамурзиево и сельское поселение Барсуки. И сейчас собираемся выехать на место уборки. Большинство сотрудников госучреждений и различных общественных организаций сами захотели принять участие в массовом субботнике. Хорошему труду под открытым небом, по их словам, способствует и благоприятная погода, и общий командный дух. Настроение радостное, веселое, потому что это повод не только почистить природу, посидеть возле речки, подышать свежим воздухом, но еще лишний раз побыть со своими друзьями, с коллективом, как говорится, в неформальной обстановке. Каждый получил свою пару перчаток и мусорные пакеты. Определившись с участком, который нужно очистить от бытовых отходов, участники акции принялись наводить порядок на берегу реки Назранка. Борцы за чистую экологию увиденным были приятно удивлены. По сравнению с тем, что мы ожидали, нет такого колоссального загрязнения берегов. Это очень приятно. Мы приятно удивлены тем, что, в принципе, ингушское общество, не дожидаясь проведения вот таких мероприятий, в принципе, находятся волонтеры, люди, которые бережно относятся к тому, что нас окружает. Особой загрязненности прибрежной зоны участники акции не обнаружили. Валявшийся кое-где мусор собрали в специальные пакеты, чтобы позже отвезти на городскую свалку. Впрочем, работа пошла как по маслу. Реку протяженностью 11 километров разделили на 4 участка, на каждом из которых трудились до 30 человек. У нас в регионе есть огромная масса чистых питьевых источников, к которым мы должны бережно относиться. И поэтому я призываю и все ингушское общество относиться бережно к тому, что мы имеем, сохранить то, что есть, и создавать условия для того, чтобы в таком чистом и сохраненном виде, чтобы мы могли передавать то, что мы имеем, грядущим поколениям. Вода – источник жизни на земле. Особенно трепетно к ней относятся те, кто так или иначе столкнулся с ее нехваткой. В некоторых районах республики в летнее время ее либо мало, либо нет вообще. Поэтому важно бережно относиться к водным ресурсам Ингушетии и своевременно очищать их, ну или хотя бы не оставлять мусор на берегах реки после отдыха. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Мадина Пугоева, Тимур Карахоев, Новости 24.